Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Кто вами интересуется? Кто о вас думает, кто хотел бы с вами встречи? Загадайте, пожалуйста, на себя. Так и спросите, кто мной интересуется, кто хотел бы со мной встречи. Давайте посмотрим, что расскажет нам песочек. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы ходят моими руками, пусть откроют то, что сейчас от нас скрыто. Ух ты. Но здесь явно человечек, который с вами знаком. Здесь либо формальное какое-то знакомство, либо дружеское знакомство. Может быть сосед, может быть коллега. А может быть даже и вот какой-то родственник одной из ваших подруг. Этот человечек уже не первый месяц, да, за вами наблюдает. Вы очень интересны этому человеку. Сам по себе этот человек очень скромный, такой, знаете, слова не вытащишь. Слова не вытащишь. Только если он, может быть, там выпьет, более-менее там, пару слов может сказать. А так вот тихун, молчун, на своей типа волне, а на самом деле он за всеми наблюдает. Он любит наблюдать за людьми, как кто себя там ведет, проявляет. Он, кстати, очень серьезный аналитик, вот он прям, у него там все по полочкам, и он каждому человеку может прям такую четкую характеристику, прям дать. Это любо-дорого на самом деле. Вот, этот человек вас, я уже сказала, да, давно уже заприметил. Он поражается вам, какая вы в проявлениях, как вы живете, в каком настроении вы находитесь, то есть как вы можете, справляться со своими сложностями, с какими-то проблемами, какая вы умненькая, какая вы ресурсная. То есть сплошное восхищение идет. Но при этом у него есть какое-то ограничение на то, чтобы к вам подойти. Если вы дама не свободная, понятно, тогда он не желает нарушать ваш покой, и вмешиваться в вашу семейную жизнь. Может быть, кстати, он и сам не до конца свободный, либо что-то есть. Больше, конечно, похоже, что он женат. Да. Счастья в жизни у него нет, это 100%. Не живет, а мучается. Поэтому тут все не так просто. Почему-то у него есть убеждение, что если он к вам подойдет, то вы ему сразу же автоматом, да, и типа иди дальше, откажете, рубанете. Что-то он в это прям верит, и он себя на это настроил, поэтому он вас любит издалека, да. Очень хотелось бы проявиться, очень хотелось бы с вами сблизиться, хотя бы как друзья, но даже эту возможность он не имеет. Либо, если даже имеет, то он побаивается, что ли, какой-то нерешительный мужчина. Вот. А вы, кстати, на себе часто чувствуете его взгляд. Чувствуете, прям как взгляд ложится на вас. Да, это он на вас смотрит. А многие из вас уже догадались, о ком я говорю. Но я не вижу, чтобы этот мужчина к вам двигался, либо какие-то попытки совершал. Нет, он будет таким, знаете, молчаливым наблюдателем, воздыхателем, обожателем, но там в своей сторонке, да, на вашу территорию он не решится зайти, по крайней мере, на ближайшее время. Так, есть еще один мужчина. Мужчина такой легкий, активный, бойкий, но этот мужчина у вас на пороге. С этим мужчиной вы еще не знакомы. Этот мужчина у вас появится. Он, как, знаете, как ясный сокол, да? Ясный сокол летит в вашу жизнь. Да, за голубкой летит. Я вас сразу хочу предупредить, что это охотник. Причем охотник матерый. Соблазнитель, искуситель. Там за ним куча грехов водится. По возрасту старше, чем вы идет. Старше, причем так, лет 5, там 7, да, такой.
У кого-то еще больше отыграется разница, но там уже реже будет. Мужчина просто, вот знаете, как взгляд на вас остановится, и все. И дальше он не двинется. Вот прям сходу пойдет к вам, сходу пойдет разговор, там приглашение, сразу уже, знаете, как там чуть ли не обниматься полезет. Ну, такой, он простой, он этим и берет. А вам такое хамское отношение не понравится. А вы ему скажете: слышишь, дядя, а ну-ка давай свои ручонки там прибери, по добру, по здорову, да, а то сейчас люлей тебе отвешу, мало не покажется. И вы знаете, девчонки, вы ему мозг взорвете вот таким вот отношением, таким вот поведением. Он просто никогда не встречал отпора, а на этом он и держался, и вот от этого он чувствовал, что ох, я могу, я мужичара. Вот, а вы его быстренько на место поставите. И после этого, девочки, вам будет очень сложно от него отделаться. Он будет постоянно за вами ходить, чуть ли не по пятам, ну, там, писать, звонить, я не знаю, то есть атаковать со всех сторон. Потому что как это так отказала? Как она могла мне отказать? Боже мой, я ж такой красавец. Там 100 там вылетов, да, ни одного промаха, а тут на тебе. Вот такое случилось. Ну, очень интересная история. Вы очень много с ним будете, кстати, смеяться, да, либо с ним, либо с него. Ну, повеселит он вас, да, и вот эти его потуги вас повеселят. Так что, мои хорошие, да, будет у вас развлечение. Так, еще хочу пару слов сказать об этом молчуне, об этом скромном молчуне. Вот будет какое-то мероприятие, либо праздник какой-то будет, где этот мужчина выпьет, что ли, и он может, знаете, как попытаться к вам проявиться. То есть там подойти, либо там, может быть, даже сообщение отправить, там, написать вам. То есть каких-то действий вот от этого молчуна ждите, и причем, ну, это будет прям как гром среди ясного неба. То есть такой тихий, скромный мужчина и на тебе проявляется, да. А еще, мои хорошие, хочу сказать для тех, кто в браке, кто в паре. Почему-то у вас идет усталость и разочарование в вашем супруге. То ли внимания он вам не уделяет, то ли вы так это все ощущаете, понимаете. Вы бы лучше на мужчину обратили внимание. На самом деле мужчина очень нуждается в вас, в вашей помощи, в вашей поддержке. И смотрите, получается, что вы думаете, что ага, мной он не интересуется, я ему там вообще безразлична, а он то же самое думает о вас. Мало того, у него, скорее всего, со здоровьем еще какая-то ситуация происходит. Потому что такие знаки, знаете, ну, недобрые, да, вот именно здоровья касаются. Ну, фатального ничего пока я не вижу, но тем не менее. И вот он, знаете, он сидит такой, думает: ой, мне так плохо, да, а она же даже не спросит, там, что я, как я. А вы сами тоже сидите на него, смотрите, думаете: о, совсем ко мне остыл. Вот, девчонки, которые в паре, в браке, вот услышьте меня правильно. Вам не расходиться надо, а наоборот сближаться, и высшие силы вас просто так друг от друга не отпустят, потому что вы на самом деле созданы друг для друга, вы любите друг друга, и вы уже, знаете, как единое целое стали на самом деле за те годы, которые вы вместе жили. Поэтому, мои хорошие, обратите внимание на своего супружника и постарайтесь, ну, как-то вот шаги, что ли, какие-то сделать, там, руку подать, потому что он именно сейчас в вас как никогда нуждается. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.